Создать мультфильм может каждый. В креативном кластере «Квартал труда» прошел финал республиканского конкурса анимации «Мультипарк». Мероприятие прошло в рамках фестиваля якутской анимации «Току Фест». Конкурс собрал мультипликаторов, художников-аниматоров, сценаристов, композиторов и продюсеров из разных уголков республики. В первом этапе было рассмотрено более 70 анимационных работ. Из них 30 лучших вышли в финал мультипарка. Проект про спорт в традиционной анимационной стилистике с главным героем. Он у нас уже не в первый раз принимал на конкурсах участие. Это лошадь у нас главный герой и его табу. За историю сторителлинг отвечала я вместе с ученицей, а анимацию делала чаще всего я, но потому были технические проблемы единственное, конечно. Но это нас не остановило, мы все равно сделали, доделали. Данный конкурс прошел довольно-таки хаотично. Нам сообщили о нем, мы узнали только о самом конкурсе буквально за день до конца, поэтому пришлось все делать в быстром темпе. Была анимация буквально на 1 минуту. Это изгнание в фильме, просто своя собственная анимация. Так. А я сделал поиски золотого пельменя. Там будет продолжение, и там определенный персонаж вламывается в дом и ищет пельмень сам. Конкурс был организован впервые, и в нем приняли участие как взрослые, так и школьники. Фестиваль «Току Фест», ставший важной площадкой для обмена опытом и вдохновения, собрал талантливых аниматоров, которые представили свои работы в различных жанрах и форматах. Они были разбиты на команды, и каждой из них предстояло создать короткометражный мультфильм, связанный с якутской литературой и мифологией. Времени у них совсем мало, как оказалось. То есть мы сначала думали, что эти 1,5 дня достаточно, но мы поговорили с известными продюсерами, режиссерами, анимационных роликов они говорят, очень мало, так что перед нашими ребятами такой стоит большой вызов. То есть они за 1,5 дня должны подготовить, создать завершенный, соответствующий техническому заданию продукт. Участники не только продемонстрировали свои достижения, но и приняли участие в мастер-классах, воркшопах и панельных дискуссиях с признанными мастерами анимации. Так, в рамках фестиваля состоялись форсайт-сессии с приглашенными гостями, ведущими режиссерами и продюсерами анимационной отрасли на темы масштабирования якутских анимационных проектов, стратегии выхода на российский и мировой рынок и АИ-технологии в анимации, а также мастер-классы от художников-аниматоров, студии «Току», лекции и много других активностей. И развивать, на мой взгляд, нужно анимацию в плане, если сейчас было я про тундру, имею в виду, это не коммерческая больше, анимация, а фестивальная анимация. Надо уже переходить на уровень коммерческой анимации, я думаю, полного метра, потому что существуют хорошие примеры анимационных мультфильмов международных с очень хорошим сборами, с хорошим прокатом, в основе которых лежит история каких-то коренных народов. В конкурсе приняли участие 30 мультипликаторов, художников-аниматоров, сценаристов и продюсеров. Всего за 1,5 дня они сделали короткометражные 2D и 3D мультфильмы, темой которых были якутская литература и мифология. Участников оценивали в 6 категориях – от сценария и звука до анимации и исполнения. Смотрел на технику исполнения именно анимации, то есть очень много работы все понравились, но хотелось бы именно выделить 3D-анимацию про зайца. Именно атмосфера и звуки очень понравились. И еще хотел бы выделить работу Романовой Дианы из колледжа. И то, что она передала именно по кадровой анимации потраченное время и усилия. Это хорошая работа, шикарно сделано. По итогам республиканского фестиваля анимации «Мультипарк» в младшей возрастной категории 1-е место у команды «Току», 2-е заняла команда «Мичия» и 3-е «Сулус» из Алдана. В старшей возрастной категории победу одержал 3D-художник Леонид Павлуцкий, на 2-м оказалась Татьяна Бурнашова и на 3-м Диана Романова из колледжа креативных индустрий. Организаторы отметили, что заинтересованность к якутской анимации ежегодно растет.
Мы видим, что якутская анимация в Якутии вообще растет. Да? За 4 года у нас в Якутии создано почти что 300 мультфильмов на якутском языке. И я считаю, что это не предел. И благодаря таким фестивалям, благодаря телеканалу ТОКу, детская анимация будет еще лучше развиваться у нас в республике. И я очень надеюсь и верю, что, как и бум якутского кино, совсем скоро настанет бум якутской анимации. Фестиваль «Якутская анимация» объединил более 100 юных креаторов со всей республики. Праздник для начинающих и профессиональных мультипликаторов «Току Фест» проводится уже 3-й год. За время своего существования он показал рост интереса к анимации со стороны молодежи, расширение географии и увеличение работ. Приглашенные эксперты, приехавшие делиться своими знаниями в рамках тематических лекций, отметили масштаб как фестиваля, так и развития самой сферы в республике. По работам видно, что они стали разнообразными, они профессиональные, они интересные. То есть это большой-большой калейдоскоп, то, как и должен выглядеть фестиваль, единство непохожих. Сейчас, когда я сюда приехал, я, конечно, увидел невероятный масштаб. Это очень много студий, работ различных. Для регионов это большая редкость на самом деле. Юные креаторы получили новые знания и бесценный опыт. В программе фестиваля были не только мастер-классы, но и конкурсы на разные тематики, от мультипликации до искусства дубляжа. У нас в библиотеке Smart состоится мастер-класс по дубляжу, то есть кастинг мы объявили для будущих, возможно, актеров дубляжа, которых мы хотим отобрать, посмотреть, да, потому что нам надо обновить голоса. У нас очень много проектов, не только оригинальных, но и дублированных, то есть мы же заказываем российские мультфильмы и переводим на якутский язык. Обсудили и перспективы выхода якутских анимационных проектов на российский и даже на мировой рынок. О планах по системной поддержке отрасли заявил директор по развитию креативной экономики корпорации развития Якутии Петр Гоголев. По его словам, цель до 30-го года – вывести местный контент, включая анимацию, на международные рынки. Хотел бы в первую очередь услышать от продюсеров, от Союзмультфильма, от наших гостей и еще, самое главное, от наших тех мультипликаторов, наших продюсеров, как они это видят, какие у них боли, потому что я хочу сейчас понять для себя стратегию, как нам сейчас действовать в этом. Хочу понять, что нужно действительно нам, чтобы развивать анимацию. Ну а завершился фестиваль «Току» праздничной программой в спортивном комплексе «Дахсун». Концерт, игры и другие интерактивы посетили участники фестиваля. Все это часть праздничной атмосферы, которая царила на фестивале. Третий фестиваль якутской анимации объединил как начинающих, так и профессиональных аниматоров Якутии. На официальном закрытии, на праздничном мероприятии расположились около 50 площадок. Один из них – это зона рисования, на котором юные художники могут начать нарисовать своего сказочного персонажа. Я вот сделала закладку. Я рисовала, очень красиво. Нравится. Да, я смотрю мультики. Мой любимый мультик «Фиксики» и типа такого. Зона интерактивных игр на фестивале является одной из самых популярных. Здесь как дети, так и взрослые играют в различные интерактивные игры. Кстати, также хочу добавить, что фестиваль «Току Фест» с каждым годом становится все более популярнее. Если первый раз приняли участие только около 20 авторов, то в этом году их более 100. Я редактор телеканала «Току», и я являюсь многодетной матерью. И мы каждый день делаем свою работу, делаем свои мультики, и просмотры в социальных сетях НВК Саха – это примерно 24 миллиона, если не ошибаюсь, и даже больше. Это показывает, что интерес есть, и мы это не все зря делаем. Мой любимый мультик «Току». Смотрите телеканал «Току». Не только рисование, аквагрим и мастер-классы представлены на закрытии. В зоне просмотра мультфильма зрители могут увидеть работы якутских аниматоров, которые стали настоящим искусством. В прошлом году вышел первый сезон. Это получается в центре сюжета северная фея, которую зовут Имана. И она вместе с друзьями идет, то есть помогает всяким животным севера и так далее. И прямо сейчас мы делаем второй сезон. Мы в команде,
нас только 3, и сезон мы делаем где-то год, 1 сезон. Сейчас мы делаем 2. В конце этого года должен выйти 2 сезон. На сегодняшний день всего служба детского вещания выпустила более 300 серий, и это лишь начало. В конце этого года для своих зрителей телеканал Току сделает новогодний подарок, выпустив 3 мультсериала, а также всеми любимый мультсериал Току выйдет в полном метре. Конечно, это большие планы, и наши гости также отметили, что очень серьезно подходите ко всему этому и амбициозно. Да? Но тем не менее, это желание родителей и детей, и поэтому мы решили подарить новогодний подарок. Будет новогодняя история, которая выйдет в конце года. Ну и, пользуясь случаем, я хочу поблагодарить всех своих коллег, которые поддерживают проект, в частности, редакторов перевода, дубляжа, девочек, которые переводили, девочек, которые перевели более 1000 серий российских анимационных мультсериалов. Хотим также сказать свою благодарность, то, что вот сделали такой большой фест для детей. Ну, это очень хорошо, то, что все на якутском языке. Пожелаем дальнейшего процветания и больше зрителей, малышей. Да, и больше якутских мультиков. Току-фест стал еще одним шагом на пути к популяризации якутской анимации. Напомним, развитие мультипликации является частью стратегии по укреплению креативной экономики Якутии. Согласно стратегическому указу главы республики, к 2030 году число занятых в креативных индустриях должно увеличиться до 70 тысяч человек, закрепив лидерские позиции Якутии в России в данной отрасли.